Всем привет, дорогие наши телезрители и подписчики! Вы смотрите нашу традиционную программу «Народная кухня». И сегодня мы в гостях в усадьбе Атласов и будем пробовать и готовить якутскую кухню. Приветствую, Николай! Здорово! Ну что, мы зайдем к вам в гости? Добро пожаловать! Вау! А встретились мы с выдающимся человеком. Человек, который знает свое дело на ура. Это Николай Атласов. Приветствую! Всем привет! Николай, ну что будем готовить? Так, мы сегодня будем готовить, получается, оладьи, будем готовить мундушек, и все это будет на открытом огне. Круто. Вот. Так, ну что, приступим, Николай? Все, давай. Первое, что мы берем? Так, для этого у нас понадобится, получается, мука. Ну, пока вот лишь хватит. Оладушку, да? Да. Оладжи. Так, туда одно яйцо. Это получается где-то полстакана, ну стаканчик вот муки. Муки, да? Да. И туда сразу добавим соли. Хватит. Вот эту Пол-ложки. Пол-ложки. Сахара. Так. То есть соль, сахар везде. И заливаем молоком. Вспоминаю бабушку. Да, она вот ровно вот таким приспособлением. Это называется утык. Тык. Вот. Утык. Вот этим, ну, в современном мире называется миксер. Миксер. Я помню, я помогал бабушке, и у меня руки уставали очень сильно. Ну вот еще Давайте раз я попробую. Давайте. Ну-ка, Николай. Вот так, да? Главное не брызгать сильно. И вот сейчас, пока это я делаю, вы можете рассказать, пожалуйста, об истории? Так, ну, получается, оладьи пришло с приходом русских здесь, в нашу культуру. Вы вспоминаете сразу детство, когда вы так делаете? Прям готовите? Я бабушку вспоминаю. Ага. Вот, всегда перед печкой сидит, и каждый день готовит, а мы, дети, там в очереди стояли и все съедали сразу. Вы выбрали свою профессию. Как это все произошло? Кто побудил больше всего из родных? Вы сами, или мама, или бабушка, может? Не, у нас получается, папа строит, мама встречает гостей, сестренка играет на хомусе, остался я. И мне надо было выбрать какой-то в этом семейном деле что-то. Ну, я выбрал общепит. Так, проверьте-ка. Сейчас мастеру дадим. Ну, ребята, нагрузка, да, так чувствуется на спину, на поясницу и плюс на руки. Тренировочка. И массаж рук. Николай, на этом все? Да, все, мы оставляем его на полчаса отстояться. И потом уже приступим. Сейчас разожжем огонь. Мундушек приготовим. Короче, будет классно. Ну что, дорогие наши друзья, мы продолжаем. И у нас мундушки. Покажем. Вот Вау! Вау. Я помню, в детстве я их ловил. Николай? Да, тоже ловили, потом на веточку и возле костра ставили. И примерно мы сейчас так же и сделаем, да. Но у нас уже современные бамбуковые пошли. Вот. И самая вот особенность этой рыбы, да, вот эта рыбка, да, когда вот во времена Великой Отечественной войны, когда голод был, считаю, что очень многие выжили благодаря этой рыбе. Очень многих спасла в свое время. Так что начнем. Солим. Она вкус много не возьмет. Все перемешали. Вот. И очень просто. Берем И по середке. По середке. По грудной. Да. Вот взяли. Но опять же, вот смотри, вот Так. голова к голове. То есть, получается, вот она вот так должна идти. Ну, наверное, хватит. Достаточно, я думаю. Достаточно. Да. Вот я сделал, ребята, смотрите. Вот они. Сейчас разжижем костер и прям там же приготовим. Все, что связано с огнем, через него мы разговариваем с духами, днем мы готовим, она дает нам тепло. То есть все самое вот такое сокровенное. А, вы туда прямо? Да. Специально под это и сделано, чтобы вот так, давайте, Мои уже там хотят выйти.
У вас очень аккуратно. Опа. Мои уже падают вниз, но ничего, да? Ничего. И все, ждем. То есть тут получается не надо торопиться. Примерно сколько по времени? На глаз понятно, да, примерно. Но тут зависит, допустим, если мы спешим, мы можем его приблизить. И уже надо контролировать. Да, получается, сейчас развиваем именно артистскую кухню, вот, учим, каждый день у нас своя лаборатория, у меня 3 печки, которые вот на дровяных, которые сам сделал, вот, и на них ставлю опыты, томлю, ну и с огнем учусь работать. Ну вот самый первый путь я дал Иннокентий Никитич Тарбахов, это наш семейный друг тоже, он вообще шаман, можно Просто сказать. вдохновились, когда увидели. Да, основная эта идея, то, что продвинуть нашу кухню, то есть мы, продвигая кухню, развиваем туризм. А как вы делаете? Вот можете нам рассказать вот такие камельки? В первом комплексе это мы тогда сделали вот Василий Манчары, то есть тоже мы из нашего села, вот, где я родился, село Суто. Вот, и там, получается, мы балаган восстановили полностью. То есть уже разрушенный камин был. Разные варианты делали, то есть сначала по старинной технологии делали, бывало то, что отопили хорошенько печь, и у нас труба загорелась, такое были, потом решили другие решения, то есть, ну и дошли уже, то есть как это можно сделать. Так, уже мандурские Да, наши уже все почти готово. хрустящие, да? Да, да, хороший. И сейчас будем, прям вот угли останутся, и будем оладушки готовить. Хорошо. Sana yüner günüm, sandarıyan taksangın, sarı sırdanı eygedin, saya körün turarın, uruy bolun eyke, ulu modun kümer, aykal bolun eyke, sana üner kemer, sana gene sırdıgım, sayağın ırağın, sargılağın sılağın, sağaktarga sağarın, uruy bolun eyke, ulu modun kümer, aykal bolun eyke, sana üner kemer. Почти готово, Почти да? готово. Ага. Покажем-ка, я покажу-ка. Опа, какой он легкий ты стал. Смотрите. Это тоже уже готов. И это тоже, наверное, готово. Все. Супер. Николай, ну а теперь долгожданные оладушки, а именно оладжи. Да. Вот. Мы его готовим на живом огне. Оладушки. Сейчас вот Николай. По 3, да, штуки? Пока, да? Или 4 тоже может? Сейчас посмотрим. Вот она должна быть выглядеть как вот идеально, она должна выглядеть вот так. То есть она должна солнцу похожа. Потому что солнце нам дает тоже тепло, есть солнце, есть трава. То есть вот к этому Начало всех начал, да? начало всех начал, да. Сама цель того, чтобы сделать еду вкусной, надо. И чтобы еда была вкусной, не просто включил и забыл там телефон посмотреть. Да, Тут да, просто нету времени телефон смотреть. Ты Всегда. Да, всегда Концентрация. концентрация на еду. Вот. И вот видишь, вот тут интересно то, что вот маленькие пупырышечки есть. Интересно. На электричестве, на газу вряд ли такое. Нет, не получится. Тут уже огонь настоящий. Ну а теперь, Николай, мы уже все почти приготовили, но чего-то не хватает. А чего не Так, хватает? у нас финальный это кюрчах. Его практически на каждом якутском столе увидите. Вот. Так что давайте, Петр. Ой, я очень хочу это сделать. Ну, я сначала сливки забил. О, Сливки у нас прекрасно. получается 30%. Вот.
Так, теперь Чуть-чуть сахара давайте. сахара. Все. И просто... Пока без, да, ягод? Ягоды последнего. Наша задача вот в этих сливках кислорода добавить, воздуха добавить. Можно сверху вниз вот так. И вот так поднимая вниз, поднимая вниз. Сначала медленно, потом скорость увеличиваешь, увеличиваешь, увеличиваешь. Вот из всего я помню только керчик больше. Оладьи и керчик. Постоянно в детстве ел керчик. Еще какое блюдо у нас с кетчуха есть? Которое я люблю? Похожее, да? Нет, именно с этого же материала. Если мы его заморозим... Все, да. Мороженое. Да, Ну, якутское. Якутское мороженое. Я чувствую, что у меня руки Я постепенно это устают. добью. Вот Николай, смотрите. Need for Speed, если мы вспоминаем такие игры, закись азота. Сейчас у Николая. Смотрите, как очень быстро ускорился. Ну и в конце добавляем. Вот. Опа! Бруснички. Бруснички, как раз сезон сейчас. Ай-яй-яй. Я его сразу заморозил. Его слишком не надо вот делать. А теперь берем оладушку туда. Обалденно. Закручиваем оладушку. Сюда его берем чуть-чуть вот ягод. Ну что? Это не те оладьи, которые обычно готовятся дома. Дома, газ, электричество. Это совсем другой вкус. Как хрустит-то. А теперь его возьмем как вот этот сэндвич. Посмотрите, посмотрите, вот мундуски. И с головой полностью кушай. Все. Все, кушай. Обалденно. Вот что мы сегодня приготовили. Все это очень быстро же было. И вкус такой. Да. Николай, просто... Не остановиться, да? Дорогие наши телезрители, подписчики, на этом мы завершаем нашу программу под названием «Народная кухня». И мы были в гостях у талантливого человека, философа, я так вам скажу, потому что мы общались и за кадром, Николая Атласова. Большое спасибо, Николай. Приятного аппетита. Мини-гостик. Ага.